Орталық кітапхана ұсынады ғасырлар алтыны, әдебиеттерді таңдау. Яркое своеобразие традиционного искусства народов Казахстана отражает грани многовековой истории кочевых и оседлых народов. С древних времен, связанных между собой этническими и культурными процессами, богатое наличие цветных и драгоценных металлов, золота и серебра в недрах Казахстана определило развитие художественной металлообработки с древнейших времен. Ювелирное искусство казахского народа уходит корнями вглубь веков, продолжая великолепные традиции древних мастеров. Оно является одной из важнейших составляющих культуры этноса. Археологические находки Казахстана свидетельствуют о высоком мастерстве ювелиров прошлого. Уникальный комплекс с захоронением древнего воина «Золотой воин», одеяние которого декорировано золотыми пластинами и бляшками с изображением животных, 4-5 век до нашей эры, в городе Issык Алматинской области, поражают своим искусством древние берильские мастера, оставившие после себя лучшие образцы звериного стиля. Это был 4 век до нашей эры, о чем свидетельствуют книги о казахстанских ювелирных изделиях и зергерах. Если вас заинтересовало, вы можете найти литературу на полках Центральной библиотеки. Ювелирное искусство казахов носило профессиональный характер. Ювелиров, работающих с золотом и серебром, называли зергерами от слова «зер» – золото, золотое украшение с персидского. Зергеры работали в одиночку, часто передавали свое мастерство по наследству. Ассортимент изделий, изготовляемых зергером, был широк. В качестве материала использовали золото, серебро, драгоценные камни. Отличительной чертой являются монументальность и почти скульптурная выразительность. Ювелиры всегда умели подчеркивать красоту металла. Часто ювелирные изделия украшали камнями. Камни в казахских украшениях именуются словом «таз» – камень или «көз» – глаз. Подобные сравнения не случайно. Вставные камни осмысливались как всевидящее стерегущее око, наделялись чудодейственной силой. Например, бирюза укрепляет сердце, устраняет страх, дает победу над врагами. Жемчуг лечит бельмо, янтарь лечит зоб. Особой популярностью пользовался сердолик, камнем благоденствия и радости. Ритуальной чистотой в представлении казахов обладало серебро. Во многих орнаментах и формах нашли отражение различные пережитки древних религий, магических обрядов, тотемизма и культа природы. Некоторые животные и птицы считались священными, наделялись сакральными свойствами. К таким животным относились прежде всего баран и корный козел. Они считались родовыми тотемами. Изображение рогов символизировало богатство при умножении скота. Самыми популярным национальным украшением женской половины были серьги. Считалось, что чем длиннее серьги, тем большую ценность они представляют. Этому украшению уделялось большое внимание. Кольцо кустумсук символизировало девочку, которая рано или поздно упорхнет из отчего дома. Шолпы и шашбау – украшения для коз. Длинные волосы всегда считались объектом гордости любой казахской женщины, девушки. Короткая стрижка считалась дурным тоном или признаком болезни. Капсырма – пряжки и застежки. Традиционные украшения казахского народа делились на съемные и те, что можно пришить к одежде. В настоящее время капсырма используют для украшения свадебных нарядов. Уэнержиик – подвеска. В старину служила в качестве талисмана, а также закрывала вышивку на груди женского платья. Ее передавали из поколения в поколение. Подвеска изготовлялась из серебра или золота. Тумарша – алка – украшение на шею. Алка-цепочка с подвеской представляет собой массивное украшение, составляющими в виде монет или колокольчиков. Тумарша – амулет, который одевают на шею. Такие амулеты могут уберечь хозяина от любой беды. Блезык – браслет.
Традиционные браслеты из серебра или золота украшаются драгоценными или полудрагоценными камнями. Дизайн браслета зависел от региона. Существовала особая разновидность браслета без блеск. По нему можно было узнать, из какого рода девушка, ее возраст и семейное положение. Творчество казахских зергеров – необычайное явление в культурном наследии Казахстана. Лучшие произведения ювелирного искусства входят не только в национальную, но и в мировую сокровищницу.